большой. Вот на это мне точно повезло, и так же, как и на моих педагогов по Петербургской консерватории, Павла Алексеевича Серебрякова и Льва Ароновича Баренбойма, это теоретик был известный. Арам Хачатурян и его творчество позволили стать мне доктором искусствоведения, и я надеюсь, что я не просто формально получил эту бумажку, но и всю жизнь занимаюсь его творчеством, играю, и пишу, и рассказываю. Значит, у вас сейчас есть возможность услышать вальс-каприз. Арам Хачатурян был женолюбив. И вот этот вальс-каприз призван отразить характер одной из юных дам, которая ему очень нравилась, но была капризной. Следующая пьеса называется «Танец». Он считал, что музыка Востока много имеет общего, и даже употребил там узбекские ритмы. Вот как раз председатель Узбекского центра культурного с нами здесь находится, я думаю, он его услышит. И знаменитая токката, которую, очень много играют, и у меня даже с детства осталось в памяти, как ее играл в Ереване Бен Клайбер, такой замечательный пианист, который недавно ушел из жизни. Вот три вещи Арама Хачатуряна.
А сейчас я хочу пригласить